Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 1 ноября 2020 года. Это воскресенье. Посмотрим, какой будет день. Так. Семерка пентаклей как карта дня. Что будет помогать? Шестерка кубков. Что будет мешать? Король пентаклей. Так, теперь будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, семерка пентаклей. Семерка пентаклей говорит о том, что у нас будет много вопросов, которые касаются денег. Это у нас ситуация, когда у нас много дел, когда у нас много планов, работы, каких-то счетов, бумаг. Ну, в общем, любая деятельность, когда мы очень очень заняты, распределяем свое время, да, чтобы нам его хватило. И приходится отказываться от каких-то развлечений, от каких-то планов, от того, что надо лично нам, да, во имя семьи, допустим, да, ради друзей, ради дела какого-то, ради зарабатывания денег. То есть вот здесь вот мы как будто бы вынуждены от чего-то отказываться, зажимать себя как-то ради того, чтобы успеть что-то сделать. Также, кстати, эта карта очень часто показывает ремонты. У кого-то это будет ремонт дома, да, у кого-то ремонт средств связи, каких-то механизмов. Кто-то машину, допустим, может ремонтировать. А кто-то будет заботиться о близких, допустим, если у кого-то со здоровьем проблема, да, вот здесь вот может быть еще такого рода забота. Очень часто это карта врачей, да, когда вот врач назначает лечение, и мы вынуждены следовать какому-то режиму, предписаниям, инструкциям и так далее. А также здесь еще карта домашних животных. Вот видите, тут собачка, да, может быть, кто-то будет приобретать животное, кто-то будет прям вот им заниматься вплотную, да, может там дрессировать, кто-то будет лечить животных, для них что-то покупать. В общем, здесь вот тоже очень часто по этой карте такое происходит. Также сегодня рекомендовано ездить на такси. Почему-то вот семерка пентаклей, она говорит о том, что лучше брать помощников, да, и самим за руль не садиться. Что еще может быть здесь важно? Как-то организовать свой день, как-то организовать свою жизнь, свою работу. Может быть, позвать на помощь, если вдруг у вас сложности, да, со временем не успеваете. Вот можно все это сделать сегодня. Шестерка кубков будет помогать. Шестерка кубков – это у нас карта, связанная с нашими друзьями, родителями, домом, семьей и так далее. Да, когда у нас какие-то семейные праздники, торжества, ну, может быть, допустим, есть люди, которые могут потребовать нашей заботы. Да, вот они как раз, мы их хорошо знаем, давно знаем. Может быть, нам к ним придется поехать, может быть, они недалеко живут, но вот как-то забота наша им здесь требуется. А также здесь у нас еще шестерка кубков. Это карта праздников, каких-то подарков. Или, допустим, у вот этих людей, которых мы знаем, какая-то критическая ситуация, да, и мы вот стараемся как-то их порадовать, чем-то одарить и так далее, да, вот поддержать. Давайте посмотрим, что будет мешать. Король пентаклей. Король пентаклей, когда мы пытаемся все сделать сами, когда мы не зовем никого на помощь, когда мы твердо стоим на каком-то своем мнении и не учитываем ничье мнение здесь абсолютно, да, или, допустим, решаем единолично вопросы с деньгами, с недвижимостью, еще какие-то вопросы со здоровьем, да, может быть, ни с кем не советуемся, считаем, что нам это не нужно, вот это может навредить. Давайте посмотрим отношения, те, кто в поиске партнера, король трефовый. Но здесь, смотрите, вы можете встретиться сегодня с человеком, который окажется потом совсем не таким, каким вы его представляете вот на первый взгляд. Он вам покажется очень умным, он вам покажется очень интересным, да, и впоследствии, да, вы
увидите, что человек, скорее всего, играл роль. То есть здесь не нужно сразу доверять. Давайте посмотрим, что ждет тех, у кого уже есть партнер. Дама трефовая. Карта говорит о том, что сегодня могут быть как раз трудности в общении, да, может быть ревность, может быть манипуляция какая-то, допустим, или вы партнером, или он вами манипулирует, может быть может откроется какая-то тайна, которую партнер от вас утаивал, или, допустим, вы что-то не хотели говорить партнеру, он узнает, из-за этого может быть ссора, да. Также и разочарование здесь может быть. Ни в коем случае нельзя сегодня проявлять агрессии по отношению к партнеру. Но вообще трудно даже быть сегодня уверенным в том, что мы себя правильно поведем. То есть как-то непредсказуемо может ситуация возникнуть, да, и мы можем не успеть сконтролировать ее. То есть можем как-то выплеснуть эмоции, агрессию или еще что-то такое сделать, да, что удивит, может быть, нас самих. И то же самое, вот наш партнер может как-то себя повести резко, неадекватно, да, вот нужно как-то спокойнее сегодня реагировать на все. Но вообще для партнерства это, конечно, очень тяжелая карта. Лучше, конечно, сегодня стараться как можно дальше друг от друга быть, потому что конфликт легко, в конфликт войти легко, а вот прям выходить потом из него тяжело будет. Кто в ссоре, посмотрим. Девятка пиковая. Здесь как-то все стабильно пока что. И если, допустим, вы не будете здесь менять ситуацию, то она и не поменяется. То есть, может быть, нужно сейчас решительно действовать и как-то отстаивать, может быть, свои интересы, как-то себя защищать словами, да, может быть, кто-то, допустим, что-то плохое про вас сказал, или партнер думает о вас что-то не то, да, вот вы можете сегодня себя как-то защитить, настоять на том, что вы правы, скажем так, да, или что нужно помириться. В общем, решить эти вопросы. Работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта шут. Отдыхать нужно сегодня, да, сегодня может, конечно, какая-то прийти возможность для получения новой работы, да, но она будет, как бы от вас не зависит, да, то есть это может быть просто спонтанно. Поэтому сегодня об этом не нужно думать, все произойдет само. А теперь те, кто работают. Шестерка трефовая. Довольно-таки сложный день по шестерке трефовой. Могут быть какие-то ситуации, допустим, что-то может выйти из строя на работе, да, что-то может сломаться, разрушиться. Может быть ситуация, знаете, когда вы неправильно поняли информацию, да, и вот из-за этого сделали какую-то ошибку или неправильно отреагировали, да, или сделали заказ, допустим, да, у вас какой-то есть, вы из-за того, что неправильно поняли клиента, как-то сделали все не то, что он хотел, тут может быть конфликт. В общем, ситуации такие, когда много забот и много каких-то тревог. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто своим делом зарабатывает. Восьмерка бубновая. А вот для вас как раз карта означает, что сегодня день очень удачный. Какая-то ваша большая проблема разрешится. Или в течение дня может произойти какое-то событие, которое вот просто дверь в будущее открывает. Может быть, идею кто-то вам подскажет, как можно лучше зарабатывать в вашей сфере, в вашей теме, да. Или люди какие-то появятся, которые вам будут впоследствии помогать. В общем, что-то такое успешное очень происходит. Решение каких-то вопросов, проблем. Или вы примете решение, допустим, закрыть одну тему в своем деле, а начать другую. А может быть, параллельно что-то будете развивать. Но в любом случае, что-то важное такое приходит сегодня в вашу жизнь. Именно связанное с вашей работой. Финансы. Для тех, кто на зарплате, валет бубновый. Карта очень больших трат. То есть сразу большую сумму можете потратить. И потом будете думать, что же делать дальше. Да? То есть как бы прежде потратите, а потом будете думать, надо было это делать или нет. Поэтому вот сегодня нужно быть осторожней.
может, знаете, под эмоциями какое-то вот решение принять по поводу потратить деньги. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка бубновая. Ну вот для вас здесь как раз новые возможности, какие-то надежды на прибыль появляются. И если были сложные ситуации с финансами, то вот разрешается ситуация. Здоровье. Семерка пиковая. Здесь вы можете получить какую-то информацию о вашем здоровье, то, что повлияет на вас. А еще, знаете, вот по этой карте не нужно общаться с негативно настроенными людьми, не нужно слушать новости. Вы можете сами себе поставить неверный диагноз, неправильно, допустим, начать лечение какое-то. Также карта говорит о том, что сегодня может быть не нужно вообще интересоваться болезнями. Вот такое ощущение, что вы можете даже психосоматическое заболевание заработать, просто, допустим, читая о каких-то болезнях. На себя это все переносим, да, и вот получается психосоматическое заболевание. Сегодня вообще лучше никакую информацию по поводу болезней не читать, не слушать и не думать вообще об этом. Итог дня, девятка червовая. Поездка, какой-то человек может быть новый, знакомство, какие-то переменные, события совершенно неожиданные, которые сегодня произойдут. Давайте посмотрим, что тут под вечер. Ну да, особенно детей касается. Вот у кого есть дети, да, здесь вот что-то новое в отношении детей будет происходить. Или, может быть, просто какое-то вот что-то новое вы здесь начинаете сегодня, да, и вот здесь как бы две карты нового, да, одна усиливает другую. То есть день все-таки даст какое-то изменение. Или, допустим, у вас раньше что-то новое началось, а сегодня вы стараетесь как-то привыкнуть к этому новому положению, да, и вот оцениваете все время. Вот раньше я так жил, а сейчас вот так. Хорошо это или плохо? Лучше я себя чувствую или хуже? Вот можете таким образом оценивать это все. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.